Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, что он думает о вас, какие они его мысли, о чем, как вас представляет, что желает вам сказать, что там придумал на ваш счет. Ну, все, что в его мыслях сейчас, в данный период времени, о вас, относительно вас. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, ну и задайте ему свой вопрос. Спросите его то, о чем хотите узнать. Я думаю, что все уже настроились. Убираем Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, какая-то обиженка. Обиженка пришла на отсыпку, жалуется, смотрите, как слезки текут, кулачками стучит. Говорит, обидела, она меня обидела. Что вы, девочки, ему такое сделали, а? Вот последние несколько дней, прям, говорит, не сплю, не ем, все время об этом думаю, никак не могу понять. Вот как она могла? Как она могла со мной так поступить? Боже мой, боже мой. Рву на себе последние волосики. Бедненький тут весь задергался. Что произошло? Какая-то вы, девочки, отстраненная. А что это вы так? Мальчика-то своего, а? К себе не подпускаете. Говорит, что-то она чем-то занимается, что-то от меня скрывает. Может быть, мужик у нее другой появился. Может быть, я ей не нужен. А может быть, она решила меня бросить. Знаете, тут у вашего загаданного на самом-то деле рыльца в пушку. И вот он как сполошился. Что-то он от вас скрывает, девочки. Скрывает и переживает, что вы узнали. Знаете, с одной стороны думает, ой, она стала холодная, значит, узнала. Значит, погонит меня. А потом такой думает, да нет. Если бы узнала, наверное, бы и сковородкой бы огрела. Значит, либо не все знает, либо частично знает, либо, в принципе, что другое случилось. Но все равно мне это очень и очень не нравится. Смотрите, мои хорошие, что-то он накосячил. Не могу сказать, что он тут прям закрыл, смотрите, как запрятал. Но связано с другими людьми. Четверка выходит. По четверке это либо друзья, какая-то шальная компания. Не исключено, что там и бабы могли быть. Ну, где-то гульнул. Про измену ничего не буду говорить, потому что я этого не вижу, но он прям тщательно это скрывает. Какой-то вот случай, где он по четверочке с кем-то где-то вот прям погулял, покуражил, ну и, соответственно, весело провел время. Очень боится, что вы узнаете. Кстати, о птичках. Возможно, он очень много денег там потратил, просадил, либо ему нельзя, ну, например, ему нельзя пить, а он, ну, вот таким хитрым образом где-то дозу принял в веселом окружении и теперь боится, что вы узнаете. Ну, что-то было. Что-то было, и он прям бедненький. Тут, смотрите, как земелька закапывает, да, это не я, ничего такого не было. Да не смотри ты туда, там ничего интересного. Есть, девчонки, если ковырнете, если копнете, узнаете. Виноват он перед вами. Боится этого, что вы узнаете. Поэтому здесь нужно, если хотите, конечно, да, надо разбираться. Виноват перед вами. Я не могу понять, вот почему ему кажется, что вы отвернулись.
В принципе, вы о нем думаете, вы к нему расположены, вы о нем переживаете, я это вижу. И опять же таки, вы зашли на мое гадание, на мою отсыпочку, загадали на него, значит же, вы интересуетесь этим мужчиной. Вот он четко показал, она от меня отвернулась, она стала холодной, я ей не нужен, не интересен, как будто бы она меня за что-то наказывает. Да? Вот такие мысли идут. Смотрите, девочки, вот в последние несколько дней что-то с вами произошло. То ли, может быть, вы на работе очень устали, может быть, как-то навалилось на вас, вам не до мужика, да? Не до того, чтобы там ходить, с него пылинки сдувать и его развлекать. А может быть, вы действительно с собой позанимались, как-то похорошели, глазки у вас стали блестеть, выглядеть вы стали, ну, прям зачетно, скажем так. И вот это его напрягло. Может быть, встречи у вас какие-то были с подругами, с родственниками. У него какое-то вот щемящее чувство, что не нужен, бросит, откажется. Ай. Прям вот эти слова прям крутятся у него в голове. Что произошло? Что? Напишите мне в комментариях. Мне просто интересно и для моего личного опыта понимать, что конкретно может происходить, да, чтобы я могла в будущем опираться. Но здесь вот прям четко. Вот он к вам прям с этой своей дорогой жизни. Давай вместе. А вы такая, а я подумаю. А у меня свои дела есть. А мне есть чем заняться, куда себя применить. Да. Девчонки, вот претензия основная – это то, что вы перестали им интересоваться, что перестали за ним как-то, не знаю, ходить, ухаживать, там, что, кормить его с ложечки. Вот это ему не нравится. Вот мужчина, он еще вам что-то должен. Кто ли что-то должен был сделать, либо по дому, либо у вас какие-то планы были, может быть, вы договаривались. И он пока это все, ну так, туманчиком так забросал, что типа, ну, не спрашивают, значит, и я буду молчать. Ничего не говорит, значит, и я помолчу. Может, забыла, да? Ну, хорошо бы, если бы забыла, да. А то у меня что-то сейчас не получается. Не получается. Либо он у вас дурью мается. Слушайте, вот я поняла, дурью может маяться, да. Может быть, он у вас без работы сидит, может быть, он на больничном, может быть, где-то он находится, где ему очень скучно, и он начинает придумывать себе вот всякие такие вещи, да, что вот я и не нужен, там, и прочее. Либо действительно вы его прям так льдом на тебе, такой прям снежками его закидали холодными, с сосульками, причем так, чтобы больно прям было. Вот. И он прям напрягся, пытается вот что-то придумать. Не исключено, что он будет опрашивать, такой соцопрос проводить среди ваших, скажем так, подруг. Также может подключать детей, родственников, ну и, в принципе, людей, которые с вами там контактируют. Да. Ему хочется что-то, ну, вот такое фееричное сделать, да, подарить, либо как-то вас осчастливить, хочется вернуть ваше расположение, вернуть ваше внимание. Давайте скажу прямо, то есть ту овечку, которой вы были раньше, вот этого хочется, чтобы вы заглядывали ему в глаза и по каждому там движению мимики на лице вот реагировали, да, бровь приподнял, а вы уже бегом там на кухню, давай на стол метать еду. Там голову повернул, вы уже там бегом гладить, наглаживать ему одежду, там его одевать, там всячески его там приводить в порядок. Ну вот типа такого. Да, интересная личность. Тут вот основной посыл идет, что вы поменялись, что вы стали другой. Он вас такой не знает. И вот это вы новое, с одной стороны, вы его восхищаете, ваш новый этот образ, либо манера поведения, а с другой стороны, это его пугает. Действительно, первый раз в жизни, да, вот именно в период отношений с вами, его напугала, насторожила ваша перемена.
то, какой вы стали, то, как вы себя ведете, как себя позиционируете. Ну вот, задрожали у него поджилки, действительно. И чем дольше это все продолжается, тем ему страшнее, тем он места себе не может найти и понять, а что произошло с ней такое? Неужели поумнела? Неужели узнала, что я вот паразит такой, да, клемания где ставят? Неужели она узнала? Знаете, он будет пытаться опять вернуть те отношения, которые между вами были. Для него это цель номер один. То есть вернуть вас, прошлую, вот такую податливую. И второй момент, ему вот кровь из носа важно узнать, что произошло, почему такая перемена с вами, в вас. Если, девочки, ничего между вами не происходило, ну, как я сказала, да, может быть, вы просто устали и не обращайте на него внимания, потому что просто сил нету, да. Многие девочки там и работают, и дом на них, еще там сад, огород, и какие-то еще обязанности дополнительные, там и родители, например, пожилые. То есть можно действительно задолбаться от всей этой жизни и вот с такой головой вот в звездочках просто мечтать только до кровати доползти. То смотрите, берите себе на вооружение вот именно вот это ваше поведение и отношение к нему, когда вы не усипусиете, не ходите за ним с горшками, там, с подносами, да, с разносолами всякими. Вот именно этим поведением вы вызываете просто какой-то нереальный трепет и интерес у этого мужчины. То есть, может быть, вам следует ну, где-то плюс-минус на постоянной основе вот так себя вести, чтобы он не дурил, чтобы не вел себя, ну, таким, вот, знаете, хозяином, повелителем, султаном, да, может быть, ради вот какого-то воспитательного процесса иногда следует включать снежную королеву. Смотрите, как его это стимулирует. Забегал, испугался. Вот он, девочки, ключ к вашему счастью. Вот как хотите. Если вы, скажем так, в принципе, ничего в своем отношении не меняли, возможно, вы поменяли что-то в тоне голоса. Возможно, вы поменяли действительно что-то в своей внешности. То же самое. Смотрите, как это его стимулирует. Очень даже стимулирует. Берите на вооружение. Вот так себя и ведите. И тогда он будет вас носить на руках. И тогда он будет, знаете, как поменяйтесь местами. Он будет вам в рот заглядывать. А что она скажет? А что она подумает? Ой, а я должен быть хорошим. Ой, а я должен быть хорошо воспитанным. Я должен то, я должен все. Понимаете? Вот он ключик. Хотите быть госпожой? Пожалуйста. Вот таким макаром, таким поведением, как сейчас, мужчину своего стимулируйте. И все между вами будет замечательно. Я вижу, что у вас какой-то разговор скоро будет. Разговор, причем разговор очень странный. Возможно, вы от него будете получать сообщения, потому что все-таки птица летит, либо кто-то от него каким-то странным образом будет вас расспрашивать, да, а что случилось, а что между вами, а как там, что там, да, то есть кого-то может даже послать. Вы, девчонки, не тушуйтесь и свою вот эту линию поведения давайте дальше, вот прям, чтобы он почувствовал, что подгорает. И тогда мужчинка, смотрите, как поменяется. Он уже готов меняться. Не хочется, конечно, да, но он все прекрасно понимает. Слушайте, все прекрасно понимает. Не хочется. Но если появится вот такой стимул, такая мотивация, а ну-ка выбор, да, жить с такой королевной, как вы, либо никому не нужен по миру скитаться. Ну, конечно же, он будет выбирать счастье с вами. И он, смотрите, как начнет действовать, причем очень даже активно действовать, превратиться просто в такого, как говорят, да, золотой ребенок, а в данном случае золотой мужчина. И добрый, и покладистый, и ничего от вас не скрывающий. Так что, мои хорошие, все в ваших руках. Смотрите, какая интересная отсыпка у нас пошла. Загадали одну тему, а тут нам, видите, и подсказку вам дали. Как вам с этим мужчиной выйти на новый уровень отношений? Как именно вам, девочки, стать счастливыми вместе с ним? На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.